Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны, общества, мира темах и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня наш гость из Москвы. Его зовут Марк Фейгин. Салям. Приветствую. Марк известен тем, что является таким довольно резким оппозиционером Путина, причем гораздо более резким, чем те, которые выводили людей недавно на протесты. Человек, который системно вредит в публичном поле российской власти и, кроме того, является одним из авторов и исполнителей так называемого списка Путина, или как он правильно называется? Да, так называется, база списка Путина. Да, но это некий аналог миротворца, только пророссийских чиновников и ориентированный на западную профессиональную политическую аудиторию, скажем так, большей части. И вот обо всем этом мы попытаемся за наши 55 минут с Марком поговорить. Но начнем, да, и я, конечно, хочу сразу предупредить всех зрителей, что у нас есть обратная связь с вами. Готовьтесь. Это Viber, +38 073 419 4158. И даже более того, можно выйти к нам по связи в Skype через skype.atr.tv и лично, собственно, лицом в лицо задать вопрос нашему гостю Марку Фейгину. Раньше я представлял бы тебя как адвоката, да. Ты уже как год не адвокат, да? Ну, ровно поэтому я и занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Прокурором стал. Да, я бы их судил вообще. И даже, я бы сказал, участвовал бы в наказании. Приятно иметь собеседника, который так как бы позитивно оценивает перспективы. Но давайте вернемся к реальности, к тому, что мы сейчас имеем в Москве, в России. Я расскажу, как это выглядит из Украины. Да. Но людям, которые, скажем, не так, как я, там, даже не живя в России там, 4 года, погружен в этот контекст, все видят избиение в Москве. Да. Аресты уже там, 27 июля, 3 августа уже вторые были несанкционированные протесты. Многим украинцам жалко людей, которых избивают, естественно, человеческое чувство. Но я думаю, что они не очень хорошо, украинцы осознают, даже политические обозреватели, масштабы происходящего. Конечно. И не я бы хотел об этом говорить, я бы хотел, чтобы ты же был на всех этих мероприятиях. Конечно. Да? И вот сейчас, просто чтобы задать тон нашей дискуссии, я хочу напомнить, что было в Москве небольшим минутным эпизодом из того, что 3 августа там было, а потом будем говорить с Марком, задавать ему вопросы и тоже присоединяйтесь. Руку отпусти! Я сказал! С поколением! Никита, не трогайте его. Да. Они не дают задержать друг друга. На меня падайте, на меня! Отпускай! Камера, включите! Вы его бьете? Ну вот мы видим один из эпизодов, насколько он типичный. Ну, на камеру попали самые такие, в общем, беспощадные как бы вот эти действия со стороны ОМОНа, Росгвардии, и это самые такие, я бы сказал, резкие, самые яркие эпизоды, но очень характерные, потому что в отдельных случаях там, где не имело места вот подобного рода садизм, да, такой откровенный, но все равно это все было очень жестко, это было, без чувства того, что они делают что-то не так, или без смущения, да, вот рефлексии, без рефлексии. Наверное, в отдельных случаях точно, абсолютно с удовольствием, об этом уже постфактум можно судить. Я вот и 27-го был, и 3-го. Я вот конкретно вот при этих эпизодах не присутствовал. Но то, что я видел, что людей просто стоящих выхватывали, значит, и заносили. И даже в тех случаях, когда человек сам готов был идти. Нет, они его бросали на землю и именно тащили.
То есть, в этом есть какой-то маньячизм, так сказать. Нет, Зачем? а может быть, в этом есть расчет, может быть, начальство как раз и говорит, Да. демонстративно задерживайте, Да. демонстративно заламывайте, демонстративно отводите, Да. и даже если человек не сопротивляется. Ну, а дальше уже творчество масс, чтобы понравиться начальству, там, вот Да, наш да, взвод. переусердствовать. Да. Я думаю, да, это абсолютно точно была команда именно жестить, как они говорят. Почему? Потому что нужно вот этими репрессиями показать всем следующим и возможным новым, так сказать, участникам протестов, если они продолжатся, что вот так будет, чтобы внушить страх, конечно. Вот я давно это писал, что в Крыму, например, ФСБшники, вообще вот руками этих всяких Росгвардий, понятно, что за этими всеми людьми стоит политическое руководство. Безусловно. Да, они использовали на самом деле средневековую технологию публичных казней. Просто сейчас не нужно убивать массы людей и там жечь костры под ведьмами и еретиками, да? Но надо это показывать. Вот они в Крыму, когда крымских татар там брали, они же там собак, вертолеты, окружают кварталы, да, и берут при этом людей, у которых ничего в руках нет, да. Но это все они даже допускали по первости, и сейчас допускают, в принципе, чтобы это показывали. То есть и сами снимают, и рекламируют свои вот эти подвиги в борьбе с терроризмом, там, с чем угодно, да. Вот это действительно тактика, может быть, стратегия такая, да. Запугать так, чтобы в следующий раз еще меньше вышло. Кстати, по количеству. 27 июля, 3 августа. Как? Динамика на снижение абсолютно точно. 27-го я могу судить, потому что я прошел всю зону протеста. Просто проще было считать. Это же не прогулка по бульварам, как 3 августа. Она растягивается на километры, и ты не понимаешь, кто где, так сказать, концентрируется. Там все-таки был достаточно узкий пятачок. В 2 местах. Это 27 июля, это была площадь Пушкина, если вот кто-то представляет, как она в Москве расположена, и 2 переулка: Камергерский, Столешников, с Малой Дмитровки до Тверской. Вот эти 2 участка, там все остальное было перегорожено, Тверская и так далее. Там было больше, я думаю, раза в 2, наверное, точно. Народу было больше. И, конечно, эта динамика впрямую зависит от этих репрессий. Впрямую зависит от публичности этих действий. Ведь то, что мы говорим, почему они не боятся, так сказать, того, что это будут снимать, и даже сами привлекают, прессе-то, в общем, сильно они не препятствовали работе. Они кого-то брали, тут же выпускали. Практически не препятствовали. Почти вот мы видим Тимура Олевского, журналиста в настоящее время, который сует микрофон человеку, у которого больно, но которого фактически казнят, наказывают. Это фактически пытки. Это же мы видели, что он не формально бил его поколением, а бил поколением так, что, в принципе, могло и сломаться. Я думаю, что переломы там и есть. Да, и вот журналист на весь мир через большой русскоязычный канал показывает, что вот смотрите, что происходит, при этом никто не вмешивается, и они друг друга держат, а кругом стоят 10 человек, я видел кадр этот вот в большом видео. Да, я его сам постил у себя в Твиттере. 5 человек, значит, с айфонами стоят, фотографируют, а человек не просто там, его не просто задержали, человек мучается, ему наносят побои, ему больно, он страдает физически. То есть в таких случаях, как вот при тебе кого-то бьют, нормальная реакция любого человека, конечно, это остановить, схватить за руку, за дубинку и так далее. Ничего подобного нет. Вот ты видел какие-то моменты сопротивления, хотя бы когда там человек 5 выхватывали обратно человека или что? В 2-3 случаях, вот особенно в Столешниковом переулке, там, где они сталкивались с цепью впереди стоящих не столько ОМОНовцев, сколько вот полицейских. Там такое происходило. Все-таки с ОМОНовцами и частично с Росгвардией там я этого не видел. С полицией еще как-то, да, вот с обычными рядовыми полицейскими, они такие невзрачненькие и так далее. Там в отдельных случаях это происходило. В отдельных случаях, когда пытались кого-то задержать, обычные сотрудники, там еще молодые люди пытались как-то отбить и так далее, когда получалось, когда нет. Но вот возвращаясь к тому, что ты говоришь, почему публичность является важным, таким имманентным, да, присущим элементом вот этого всего, чего раньше не было. Потому что раньше все-таки стеснялись на камеру такие вещи делать, а бог знает, вдруг начальство возмутится, где-то кого-то там же тоже порой наказывают ретивых, особенно исполнителей. Для вида, так сказать, демонстративно, но фактически никогда не наказывают. То здесь как раз мы увидели нечто новое. Это новое связано с тем, что не бойтесь, это нормально, на все дана индульгенция, все разрешено, и пусть Олевские снимают. Нормально. Вот он ему сует, помогайте, давай, спрашивай его, как он там, чувствует себя, и там якобы он имя его спрашивал, зачем его имя спрашивал. Я хочу показать такой интересный эпизод, уже связанный с одним из лидеров оппозиции Любовью Соболь. Это такая одна из сотрудниц фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который сам сидит 30 суток. Но это детали, которые, наверное, не очень интересны. Давайте со звуком посмотрим, потом обсудим.
там, я продокументирую под этот шум. Она вышла из своего офиса, села в автомобиль, села в такси, и ее из этого такси вытаскивают полицейские. И самое интересное не то, что они ее вытаскивают сейчас, а в том, что это дежавю. 27 июля она вышла ровно из того же офиса. И 3-го то же самое. Подъехало такси, тоже желтого цвета. И ее тоже точно так же из такси вытаскивали. Там 5 ОМОНовцев, 145 журналистов. Она говорит, это беззаконие, на том основании меня задерживаете. Они ее сажают в полицейский, по-моему, даже в один и тот же вот этот, или похожий бусик. И увозят. И на этом, в общем, лидерство протеста заканчивается. У меня вопрос такой, у меня резонный вопрос возникает для понимания ситуации. Вот человек в отсутствии там своего шефа Навального, она является, она тем более кандидат в депутаты, не зарегистрирована, но хочет быть кандидатом на этих выборах, за которые якобы протест этот происходит, да? И вот я же не думаю, что она под таким колпаком, что она не может передвигаясь по Москве, прыгнуть в вагон метро, там где-то там надеть темные очки, пересесть в машину своего друга и переночевать ночь накануне событий где-то, да, и из этого где-то появиться, вот как ты пришел там на какое-то место и так далее. Наоборот, как ощущение такое, что это делается на показ. Чтобы вот я вышел с одного этого между, и меня опять задержали. В чем смысл такого рода сопротивления? Ну, я не берусь судить, так сказать, есть ли у него возможность петлять как-то, да, и пытаться избежать вот этого задержания. Я хочу сказать, почему ее не сажают на сутки. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, если у вас в наличии несовершеннолетние дети, то сажать нельзя. Только штраф. Да. У нее несовершеннолетний ребенок, поэтому они ее, если очень сильно захотеть, то можно и посадить. Я вас уверяю. Просто более тяжкую статью. Ну, в общем, надо просто искать способ. А если есть большое желание, то способ найдется. Значит, что касается того, что происходит с ее задержанием. Ну, конечно, все эти митинги сопровождают так называемая СЗКС, ФСБ России. Это служба по защите конституционного строя, которую возглавляет генерал-полковник Седов. И я думаю, что все действия вот этих кандидатов, организаторов этих протестов, они, конечно, контролируются. Естественно, за ними топтуны и так далее, все это контролируется. И на уровне приборов, они пользуются телефонами, они пользуются, так сказать, компьютерами и так далее, и так далее. Они знают, где, куда, и прятаться, в общем, по большому счету, бесполезно. Но если в этом какой-то элемент демонстративный, на показ и так далее, некий провоцирующий элемент, он присутствует тоже. То есть это говорит о том, со стороны вот этих участников выборов, которые пытаются в них участвовать, вот, смотрите, нарушается закон. Ну, наверное, для большинства, может быть, это и какой-то вновь выглядит, но для людей искушенных, понимающих, что происходит, мы-то знаем, что это было всегда. Это не началось вчера, не 27 июля, не 3. Это обычная практика, она была всегда. Просто если тем самым и любой Соболь, любой другой оппозиционер, который вот попадал в эти клещи, да, значит, пытается кого-то еще в чем-то убедить, то, наверное, это имеет значение только для неофитов каких-то. А для людей, вот, которые вовлечены в это во все годами, ничего нового здесь нет. И я как раз считаю, что эффекта, что она произведет, вот люди задумаются или там посочувствуют, оно уже не может оказать. Вот в чем все дело. Вот смотри, еще, кто интересуется тоже, вот, что происходит в России, оценивает там риски революции, смены режима, чего мы все, безусловно, хотим. Вот, условно, одна из обычных публикаций команды Навального. Да? По всей России там скоро пройдут выборные кампании различного уровня, включая там туда-сюда. Дальше жулики из «Единой России» в очередной раз попытаются взять большинство, чтобы продолжить антинародную политику в целях личного обогащения. То есть, правильно я понимаю, что риторика вот, статусных лидеров, фамилии, которые мы знаем, да, она сводится к тому, что у нас у власти находятся нечестные люди, которые обогащаются за наш счет. И на этом риторика лидеров как бы ограничивается. Она даже продолжается. И мы их должны сменить посредством выборов, поменять на правильных. Посредством каких выборов? Неизвестно, что их нет. Я, кстати, противник этой тактики, при том, что я признаю за Навальным лидерство в протесте, но я совершеннейший противник этой тактики. Считаю, что это она ошибочная, то, что ее придерживается Навальный, потому что, понимаете, вот я объясню, выборов в России нет, судов в России нет, вообще всех институтов их просто нет. То, что мы под ними понимаем, да, что такое суд, или там выборы, или институт формирования власти посредством выборов, вот этого ничего нет. Более того, я даже больше скажу, я уверен, что и Навальный это прекрасно понимает. Но почему они делают вид, что это есть? Зачем Потому что они не готовы перейти к другой тактике, которая отрицает вот это все. А если ты отрицаешь это все, значит, надо делать что-то другое.
Например, создавать параллельные органы власти, проводить свои выборы, создавать, КСО оппозиции, хотя опыт его печальный, да, но какие-то другие параллельные, двоевластные, скажем так, выразимся так, органы, которые будут существовать параллельно, не признавая вообще эти институции. Как солидарность в Польше, например. Да, именно так. Так сказать, это как раз и может быть эффективным. Оппозиция, вот такая титульная, претендующая легальная, назовем так, она не системная, конечно, но она легальная. Она претендует на любые методы, которые укладываются в рамках действующего законодательства и в рамках действующих правил. То есть мы пытаемся принять участие в ваших выборах. Так и выборов нет, там не выборы, там назначают. Там не то, что есть Единая Россия и не Единая Россия. Выборов это уже разрешительная вещь. Конечно. Да? И допускать только тех, кого могут назначить на этих выборах депутатом, чиновником и так далее. Вы просто не попадаете в этот разряд в принципе. Вы находитесь за кольцом. Причем, знаешь, Марк, мне кажется, и раньше не попадали. Вот мне кажется, это не первые выборы, по-моему, 4 года назад уже после начала войны. Все было то же самое, никого точно так же не пускали. Но эти грабли почему-то вот эту статусную позицию устраивают. Здесь два объяснения. Одно, самой этой оппозиции это нравится, и они понимают эти правила и по ним участвуют, изображают тоже. Да? Изображает власть, изображает оппозиция. Я не вполне сторонник в полном смысле именно такой версии. Я скорее сторонник второй версии, что оппозиция, вот эта, которая сейчас призывает к протесту, просто не знает, как по-другому. Не может, не хочет, боится. И не готова к тому, чтобы действовать иначе. В этом ее проблема. То есть, для понимания украинской аудитории, вот так сформулирую вопрос. На данном этапе мы не будем брать всех митингующих, они чуть отдельно поговорим, потому что за каждого человека мы не можем отвечать, почему он туда пришел. Но вот эта статусная позиция, которая благодаря недопуску, который к фейковым выборам был повод собраться против Путина в центре Москвы, какому-то количеству людей, вот эта статусная оппозиция на данный момент, она борется не с властью, а за то, чтобы стать частью этой власти. Инкорпорироваться в нее. Что совершенно безумно, потому что, во-первых, не может быть инкорпорировано, потому что вы поймите сами, что туда самоназначением не заходят. Они сами выбирают, кого взять. И это уж точно не из числа оппозиционеров. Они докооптируют в себя каких-то лиц. Они докооптируют родственников, докооптируют любовников, любовниц. Вот такой круг. Другие критерии. Мы знаем, какой этот критерий. Да, я уж не знаю, до каких пределов это доходит, но в принципе своих. Свои выбирают своих. Значит, и попытка войти, инкорпорироваться туда, в эту преступную корпорацию, путем, так сказать, а вот мы участвуем в ваших процедурах, да нет никаких процедур. Поэтому это ловушечная история, потому что вы попасть туда не хотите, но как они это еще объясняют, и в том числе и Навальный? Они говорят о том, что это повод. Это повод расшатать ситуацию. Но она не шатается так уже многие годы. Так она не приводит ни к чему. Протестующих, если просто... Я за арифметику, да? Так. Есть, как говорят, результат на табло. Мы берем, допустим, 2014 год, когда во главе, он не был единоличным, но во главе там стоял Борис Немцов. Да. Количество оппозиционеров было 50 тысяч, 100 тысяч. Там по разным оценкам. Ходили, на Марш мира, например. Украинские флаги, красноярские флаги. Да. И ты ходил там, и все ходили. Ходил, да. Вот если построить кривую, до нынешнего количества участников протеста, это с 50 тысяч, будем даже говорить не 2, а до 5 тысяч. То есть в 10 раз за 4 года, за 5 лет. Да. Вот это реальный результат такой политики, попыток скажем так, понятно, что они тоже, Навальный не дурак, он понимает, что он туда не встроится. Не дурак, он не дурак, он понимает. Но это какая-то игра, в которой ложь со всех сторон. Ложь со стороны власти и ложь со стороны оппозиции для избирателей, условных, для протестного электората. Действительно ли люди, которые приходят на площадь и даже получают дубинками, они обманываться рады и думают действительно о коррупции какой-то и в том, что можно изменить в Мосгордуме что-то, хотя там ничего нельзя было изменить еще 20 лет назад. Конечно. Декоративный орган. Или же люди выходят действительно разные, и в том числе и с правильными какими-то мыслями, но просто другого повода нет. Разные выходят. Разные. Я многих встречал, со многими общался, со своими старыми приятелями, Саша Подрабиник, а ряд других, Игорь Яковенко, я там интервью давал их компании Sotovision, многим другим. То есть они выходят, потому что это их моральный долг. То есть они все понимают, они, так сказать, критикуют эту тактику, но они выходят, и так же, как и я. Я выхожу не потому, что, так сказать, поддерживаю эту форму протеста с точки зрения выбора и так далее, а потому что, морально невозможно оставаться в стороне, потому что кого-то бьют, а ты, где-то отсиживаешься. И поэтому для меня это моральный поступок. Но какая-то часть, особенно людей молодых,
они действительно зомбированы уже оппозицией, убеждены в том, что да, можно продавить, заставить, зарегистрировать наших кандидатов, а вот, войдя в Московскую городскую думу, Соболь и Яшин могут перевернуть там все, потому что они будут говорить правду, постоянно высвечивать, хотя какая еще правда должна быть, потому что и так сказали, что все воры, и мы знаем, что там одни воры. И вот сейчас опубликовали расследование, занимавшееся выборами зама Собянина Сергуниной, так походя украла, так сказать, почти 150 миллионов долларов, и вообще никого это не трепыхает. Что какие-то расследования начались, как-то власть отреагировала. И от того, что это сделал фонд Навального, или бы это сделал депутат Мосгордумы Яшин или Соболь, ничего бы не изменилось. Последствий не было бы никаких. И поэтому с этой точки зрения люди, конечно, разные. Некоторые действительно обманываться рады. И вот еще такая бытует точка зрения в Украине, что Путин что же, он дурак, что ли? Он бы, в принципе, наверное, и чуть отошел назад, чуть-чуть дал заднюю. И даже есть такое циничное под давлением общества, люди представляют огромное какое-то количество людей. А так еще политологи думают, наверное, он бы мог допустить их до выборов куда-то. Вот они в районные депутаты там этих Яшина кого-то еще избрали, да? Это же ничего не изменило. Они вообще абсолютно. Совершенно ничего, хотя они... Я почему об этом говорю? У меня жена муниципальный депутат в академическом, понимаете? Я же вижу, что ничего. Праздниками они занимаются детскими. Значит, почему эта логика не работает? Почему Путин не мог бы перед Западом, вот они в ПАСЕ вернули Россию, перед там своими этими сторонниками, почему бы не побыть добрым царем, например, поиграть доброго царя, сказать, да бог с вами, выбирайтесь в этот районный задрючинский там совет и что-то там болтаете, все равно же вертикаль власти в моих руках. Или даже такое очень условное отступление для него невозможно. Вот есть у Путина любимый вопрос. Мы все на разные лады. Я вот у Касьянова, когда был доверенным лицом, входил в его руководство этой РНДС, но это было в нулевых годах. Любимый вопрос, знаете, какой Путин? А зачем? И он на все отвечает. А зачем? Ему вот задают какой-то вопрос, где надо принципиально принять решение. Он, а зачем? То есть в данном случае Путин не меняется. Он же это то же самое делал. Вот прошу вас, посмотрите на выборы президента, которые были буквально в прошлом году. Ведь они же могли допустить Навального, и Навальный бы точно, абсолютно у Путина не выиграл бы выборов, и картинка была бы благоприятной, и даже Кириенко, который возглавляет фактически внутреннюю политику в администрации президента, советовал именно это. Но ведь Путин-то опять сказал, а зачем? И кончилось в конечном итоге все выдвижением вот этой клоунессы Собчак, да, его крестницы. Поэтому с этой точки зрения они всегда, когда подходят к моменту принятия вот такого решения, а давайте что-то изобразим для Запада. Они говорят, а зачем? Ведь и так все работает. Вернули это в ПАСЕ без всего. Да. Мы же ничего Северный не поток изменили. 2 строят. Да. А зачем? А значит ли это, что все-таки решающую и уже практически во всем решающую роль в окружении Путина играют так называемые силовики, ястребы, охранители, которые, может быть, еще и ментально и жесточе, чем он сам, то есть они готовы исполнять и любой приказ. Я думаю, что это и было и раньше. И балансом здесь выступает, арбитром выступает сам Путин, потому что он создает эти балансы между разными, в том числе и силовиками. Они тоже не одинаковые. Одни воюют с другими. Там известна война Сечина с Патрушевым и так далее. То есть у каждого своя армия, что называется. На одной стороне там Кадыров со своими батальонами, с другой стороны Пригожин с ЧВК Вагнера. Ну и так далее. Путин сторонник балансов. И поэтому сказать, что вот эти жесткие подавления протестов дали какой-то карт-бланш особый силовикам, у них и так этот карт-бланш был. Другой вопрос, действительно, в условиях этих протестов последнее слово было за Путиным. И возбуждение всех этих дел, и преследований, и посадки вот этих кандидатов, конечно, Путин дал эту команду. Собянин к нему обратился, сказал, что вот мне надо решать в Москве. Да? Значит, давайте зачищаем. Поэтому я думаю, что ничего нового здесь практически не происходит на самом деле. Скажи, пожалуйста, как на твой взгляд, насколько вот сейчас уже арестовали 8 человек, которые вменяют участие в организации массовых беспорядков, 15 лет там для тюрьмы, по-моему. Да. Ну, там по первой части там много. Меньше, может быть, до 8, но это очень много все равно, да ни за что. Насколько далеко в принципе готов пойти Путин в случае, если люди продолжат выходить? Готов ли он стрелять? Готов ли он сажать сотнями? Готов ли он вводить режимы чрезвычайных положений? Вот где тот предел его политического поведения и жесткости по сравнению вот этого усиления этого режима?
Значит, я много раз приводил в пример слова моего покойного друга Гейдара Джемаля, который мне рассказал с диссидентских лет, у него был друг, который сидел при советской еще власти. И вот они в этом запальчивом споре точно так же говорят, до каких пределов может дойти советская власть, если ей будет реальная угроза. Сбросит ли вот такой на Свердловск атомную бомбу? На что диссидент, просидевший там 10 лет, сказал, да, сбросит. Путин, конечно же, будет стрелять, но это будет зависеть от степени угрозы, степени опасности ему лично, ну, то есть его режиму, его системе, созданной им самим. Если эта угроза будет смертельной, он и ответит смертельным же образом. Конечно, будет стрелять. В этом нет никаких сомнений. То есть сейчас угроза такая, что нужно бить по коленкам дубинками демонстративно, да. Возбуждать дела и сажать молодых студентов. Наиболее активно. Да, именно. У нас на связи есть мой друг и постоянный гость наших эфиров по скайпу Роман Цымбалюк. Привет, Айдар. Привет, Ром. Ром, привет. Мы тут с Марком Фейгиным. Я так подозреваю, что вы некоторым образом хорошо давно знакомы. Да уж, да уж. Вот, Ром, ты тоже был, и мы обсуждаем вероятность революции в России и то, как Украине это воспринимать. Потому что мы украинские каналы, хочется, чтобы вот наши граждане, наши политики понимали, осознавали реальность. Поэтому я спрашиваю Марка и спрошу у тебя. Да? Ты, наверное, не слышал все, что Марк говорил с самого начала, но я бы хотел понять, спадают ли протесты и спадает ли количество людей или растет количество людей от одного несанкционированного протеста к другому, и каково настроение этих людей? Ой, вы знаете, можно говорить о количестве людей, которые вышли на улицы Москвы в субботу и предыдущую субботу, но на самом-то деле таким образом мы уходим от сути вопроса. А суть вопроса в том, что у нас почему-то думают, если кто-то в Москве или в каком-то другом российском городе крикнул «Долой Путина», то, не знаю, там власть в России испугалась, задрожала или что-то может произойти. В этой стране, которая называется Россия, нет ни революционной ситуации. Президента Путина, как мне кажется, объективно, благодаря монополии на информацию, действительно поддерживают. И вот эти вот протесты, они не являются многочисленными и тем более никоим образом не могут повлиять в обозримой исторической перспективе, если ничего не произойдет еще сверх такого, на ситуацию в этой стране. Вот и все. И при всем уважении к людям, которые приходят на эти акции, высказать свое мнение, но они не являются угрозой действующей российской власти. И если размышлять, я вот слышал слова Марка о том, что если надо будет, они будут стрелять, я с этим согласен, но а зачем им стрелять, если они даже не используют, не знаю, там, водометы, газ и так далее. Вообще нет необходимости в этом. Вы посмотрите, что происходит на улице. Милиционеров или полицейских больше или соизмеримое количество участников акции. Никто не сопротивляется. То возникает вопрос, зачем в них стрелять, если их можно просто по одному пересажать в автозаки. И чтобы изменилась эта ситуация, должно пройти время, и еще что-то должно измениться. В обозримом будущем говорить об этом просто бессмысленно. Скажи, пожалуйста, Ром, вот просто нам для понимания нашей аудитории, вот что бы ты считал революционной ситуацией в России, вот как наблюдатель, да? Вот ты сказал, что ее нет, да? Как это может выглядеть, революционная ситуация, если бы она вот была или возникнет через какое-то время? Ну, если мы говорим на России, то, наверное, надо вспомнить, что происходило на то время в нашей общей стране, которая называлась СССР, 91 год, и, наверное, что-то должно происходить здесь. Послушайте, по моему убеждению, запас прочности современной России с президентом Путиным или кто его сменит очень велик. В этой стране есть куча денег, постоянные поступления бабла, гигантского бабла от нефти и газа, и гигантские золотовалютные резервы, они себя очень уверенно чувствуют. А в ситуации, когда по большому счету можно, если на что-то будет, на какую-то бомбу не хватать, то можно просто сделать таким образом, чтобы раз в год учителя, допустим, из Мурманска звонили в Москву и говорили: Владимир Владимирович, у нас пенсия учителей 10 тысяч рублей. Так, кстати, чтобы вы понимали, меньше, чем у многих учителей в Украине. Ну и все.
он показательно даст команду им изменить ситуацию, а все остальные будут получать эти деньги. Вот я просто говорю о том, что за счет того, что вот... Но если есть бабки, система, то нет проблем. Есть такое выражение. Если есть бабки, конечно, то... конечно. То есть я как раз об этом и говорю, что у государства денег просто, хоть лопатой они могут гребсти, тратить на что они хотят. И просто у нас почему-то думают, что если какой-нибудь учительницы в Рязанской области не хватит, то это что-то изменит в поведении Кремля. Да ничего подобного. Плевать на этих бабушек, учителей, врачей. Это не имеет значения. Ну, вот я понимаю, все. Ром, ты хочешь сказать, что в революционной ситуации, наверное, я тебя правильно понял, когда нет денег ни на кого и нигде, вот только тогда это сможет. Я думаю, что это комплекс, во-первых, большинство, мне так кажется, при всех нюансах, они внешнюю политику России, большинство россиян поддерживают. Я с этим неоднократно сталкивался, когда так называемый среднестатистический россиянин просто трехэтажными матами разговаривают условно с Путиным и Кремлем, но как только касается международки, он говорит, хоть здесь он молодец. И это повсеместное явление. И это говорит о том, что вот это вот замещение, которое использует много лет Кремль, такое политтехнологическое и пиар-замещение, оно работает. То есть в любой момент можно сказать, что, как они тут говорят, вы хотите как в Париже? В Париже вроде бы многие как хотят, но будут пугать Украиной, Молдовой, Грузией. То есть вариантов много, и тут талантливые люди заняты в сфере пропаганды, и они справятся для того, чтобы продолжать вот эту вот Рома, еще вопрос такой, может, не очень длинный ответ. Ты видел проукраинские антивоенные лозунги, выкрикивали люди или держали плакаты 27 июля и 3 августа в Москве? Наверное, нет, хотя вот мы записывали парня, который... Когда полицейские задержали какого-то прохожего, осмотрели его рюкзак и отпустили, то он начал скандировать, что полиция с народом. Украинцам это близко. Но это очень важно понимать, что вот эти акции, которые происходят в центре Москвы, они не являются проукраинскими. У нас почему-то думают, что все, кто говорят «долой Путина», то они вернуть Крым, прекратить войну. Ничего подобного. То есть это не значит, что там нет таких настроений среди этих людей. Их, конечно, больше, чем среди 100% адептов действующей власти. Но по большому-то счету, это самое главное, что должны понимать в Украине, что те, кто выходят против Путина, это не значит, что они выходят в поддержку Украины. Рома. Хотя часто пересечения есть. И последний вопрос, он касается уже украинских новостей. Я считаю, что ты, как человек, долго работающий в столице России и живущий среди, даже далеко не самых отсталых в информационном плане жителей этой страны, вот идея, озвученная командой президента Зеленского, о том, что будет ими создан, непонятные детали не ясны, но большой русскоязычный контрпропагандистский канал, который будет вещать на оккупированные территории и на Россию, то есть раззомбировать людей, давая им правдивую информацию об Украине, о мире, донося правду в противовес вот этому потоку лжи, который идет со всех российских каналов в мире. Да? Как ты считаешь, насколько эта идея, реалистичность ее зависит от финансов, естественно, но насколько эта идея, реализация этой идеи со стороны Украины может быть эффективной именно в плане воздействия на российскую аудиторию, которая зомбирована на данный момент? Слушайте, но наличие таких амбиций у новой украинской власти – это здорово. Однако всегда возникают вопросы, как это будет реализовано на практике. Я вам могу сказать, что вот эта поддержка Путина и его команды сейчас, она базируется на одном
главном ките. Это называется монополия на информацию. И несмотря на существование интернета, это все действует. И не просто так Владимир Соловьев является самым популярным российским ведущим, которому доверяют больше всего граждан России, которые, ну, мягко говоря, очень часто нас называют всех нацистами и другими не очень хорошими словами. Поэтому тут это настолько комплексный вопрос, который включает в себя не только создание контента, что крайне важно. Качественный контент — это здорово. И как бы, как мне кажется, вообще есть смысл подискутировать и поразмышлять, на русском языке это должно быть или на украинском языке. Но факт остается фактом, если состоянием на сейчас у нас на линии соприкосновения во многих местах вещают российские телеканалы и каналы, которые делает Россия для своих так называемых гауляйтеров, то вопрос, он очень сложный. И вот пока мы слышим общие заявления, и ну понятно, Ром, про планы. реально в перспективе раззомбировать с помощью такого масштабного канала Россия? Раззомбировать невозможно. И если, вы знаете, опять же, уровень амбиций — это здорово, ну давайте хотя бы попробуем задать себе вопрос. Может быть, нам хотя бы отстоять свою страну, хотя бы то, что осталось, потому что 11 или 13% у партии Путина в Украине. Вот команда Зеленского, они говорят, что они там кого там, Порошенко хотят иллюстрировать, его людей. Но на самом-то деле главной угрозой и с точки зрения политики, и не только политики, является не Порошенко, а именно вот эти вот ребята, которые сначала тут нам рассказывают о том, что нет никакой войны, Россия не то друг, не то Крым мы потеряли, потеряли, а завтра... Они придут с автоматами. Ну и потом, вот Ром, в Украине же находится как минимум 6, а некоторые говорят 9 пророссийских каналов непосредственно в Украине. Что там говорить о пропаганде? Вот я как раз об этом и говорю, что если мы, если мы хотим влиять на россиян, это здорово. Повторюсь третий раз. Все начинается с амбиций. Но если, извините за такое грубое слово, во многом просрана внутренняя украинская информационная повестка, тогда давайте тренироваться хотя бы на себе, попробовать это сделать. Хотя бы попробовать, а потом будем строить аэропланы. Спасибо, Рома. У нас по скайпу в гостях в студии был Роман Цымбалюк, корреспондент агентства «Униан» в Москве. Ну вот долго Рома говорил, но думаю, тебе тоже интересно было послушать. Да, у него всегда здравые и трезвые суждения. И вот такой вопрос, может быть, последний про эти протесты. Находится ли количество людей, готовых выходить на улицы, ну только Москву возьмем, да, в статистической погрешности? Ну да, это, безусловно, статистическая погрешность. Если брать по большому счету, учитывая масштабы, конечно, это статистическая погрешность, они погоду не делают. Но здесь два вывода очень важных. Вот, например, для Украины, о чем начал говорить Роман. Важно показывать, что происходит с протестами в Москве. Именно здесь, в Украине. Потому что действительно итоги последних выборов, всего 2019 года, показали, что есть огромнейшее заблуждение по поводу Москвы, по поводу России и всего, что там происходит. И многие люди недопонимают, в Украине недопонимают, несмотря на 5 лет войны, несмотря на все, что происходило, они продолжают голосовать и вот за эти партии, о которых говорил Роман, и о таких, как Шари и подобных им, понимаете, чистой агентуре, вот стопроцентной агентуре московской, да, клиентели. И чтобы вы видели, что с вами будет, допусти вы, возможность реализации планов Москвы, так сказать, здесь, в Украине. Отличный тезис. Я бы хотел, чтобы ты, как эксперт по данному явлению, я должен буду говорить по человеку, по явлению, вот описал, что, биоорганизм, вот что такое человек, имя которого, имя я забыл, как его зовут, Шария?
Анатолий Шарий, да, что это за явление, Да. и почему ему удалось так выступить на выборах в Украине, Да. с чьей помощью это произошло, Да. или он сам, Да. вот что он получил даже государственное финансирование по закону. Ну, он его, я надеюсь, еще не получит, только с 1 января, даст Бог, потому что сейчас петиция о прекращении финансирования, она на сайте президента размещена. Этот вопрос еще пока дискуссионный, потому что огромное количество не просто людей в Украине, а госслужащих, чиновников, даже действующих, и сторонников Зеленского, и из его партии, и депутатов высказались против финансирования Шария. Почему? Потому что все прекрасно знают, что это чистый агент Суркова, так сказать, он финансировалась, его компания, на деньги из Москвы. И не надо питать здесь иллюзий. В Москве это вообще хорошо все известно. Прекрасно известно, что он, кому так сказать, известно? ну, так сказать, в оппозиции, среди людей, которые интересуются этим, журналистов, прекрасно известно, что Шарий является обычным пропагандистским элементом в Украине от Москвы. Почему? Потому что, а где эта партия-то? Вот была кампания, вот были интенсивно эти шарики, был троллинг, значит, то Голосова, Крючка, естественно, Порошенко и так далее. А где они теперь? Где эта партия? Это все виртуальный проект. Но люди-то голосуют. Правильно, потому что зомбировать можно как в России, так и в Украине. И зомбируются люди как там, так и тут. Единственное, что здесь хотя бы этому противодействует, а в России никто ничему не противодействует. Правильно сказал Роман Цымбалюк, что это монополия на информацию. Дело в том, что нужно проводить такую тяжелую, глубокую зачистку украинского политического поля. Понимаете? Медийного. Это производное, да? То есть фактически одно и то же. Потому что недооценка вот этих угроз, она чревата тем, что страну потеряют. Суверенитет будет утрачен. И это не какие-то слова такие общие, а очень конкретные вещи. То есть этих людей нельзя допускать до выборов. Этих СМИ пророссийских в Украине не должно быть. Это путинские СМИ. Это путинские агенты, участвующие в политических выборах. И нормальная страна, которая заботится о своем суверенитете, да еще воюющая, не должна в принципе давать такой возможности. Ты как юрист все-таки, да? Ты не человек просто эмоциональный. Конечно. Юрист, да? И такой застарелый юрист. Да. Я кандидат наук, и я все-таки я так понимаю, что в принципе в офисе Зеленского понимают, что вот эти люди, о которых ты говорил, и вот эти телеканалы, что они являются угрозой. Я в этом абсолютно уверен. Там абсолютно точно, я разговаривал с некоторыми, они знают. И что бы ты посоветовал стратегически, не в деталях, но стратегически действовать с этой пятой колонной, которая тут из каждой форточки дует? Ровно так же, как я советовал это администрации Порошенко, с которыми я общался на протяжении нескольких лет по этому поводу. Конкретно по этому поводу. Результат налицо. А здесь ничего другого, кроме административных решений, нет. Запретить эти партии, отнять лицензию у этих СМИ, и создать площадку и платформу для дискуссии, но в рамках украинского суверенитета. Нету другого способа. Все остальное это лукавство. А как юридически это оформить? Законами? Я еще раз повторяю, действующих даже норм, правил, которые есть, достаточно для того, чтобы партия Шария была отнята у нее регистрация. Напомню, он ее купил прямо в канун выборов. С нарушениями сам туда, так сказать, попал и пытался баллотироваться, нарушая закон о 5-летнем цензе при проживании в Украине для того, чтобы баллотироваться в парламент. Но протащил первым номером свою сожительницу, которая тоже 5 лет не живет в Украине. И почему-то она участвовала, возглавляя список партийный. Может быть, срок совместного проживания учитывался? Нет, я не знаю, совместно ли они живут, это вообще загадка. Вопрос в том, что почему-то нарушение закона на эти закрыты были глаза. Просто не закрывайте на это глаза. Юридически, это возможно. Даже не принимая новый закон, администрация Зеленского может добиться судебного запрета этих вещей. Абсолютно. Лишить этой регистрации, потому что была одна партия в Минюсте, и вдруг перед выборами она перекупается и становится другой. Харьковские ее владельцы, такие бенефициары, продали ему ее и так далее. И кстати, я слышал, что мне писали какие-то люди там в Ютьюбе или где-то, что это неправда, что говорят, что Шария там поддерживает Кремль, его спонсируют харьковские какие-то люди. Это вообще опциональная вещь. Он мог набирать деньги сразу, он вообще любитель под заказ работать. Но это точно абсолютно Москва. Это сурковская часть, потому что Сурков враждует с Медведчуком очень сильно. Очень сильно. Они воюют перед Путиным за то, чтобы быть главным по Украине. Через силовиков? Он поддавливал со своей стороны, да, для него это конкурент. Но это как бы внутривидовая борьба. Так же, как и Опоблок, который тоже, так сказать, пытался получить какие-то проценты, и Шарий у них тоже частично это отнял.
Значит, а почему это сурковский проект? Потому что, во-первых, он изначально таким был, потому что он предельно раскручивается, проект Шария, значит, в России, его поддерживали активно на государственных СМИ, все вот эти Соловьевы и тому подобное, Скобеева, как это, Скамейкина, значит, они его поддерживали. Ну, а потом этот ресурс, что интернет-ресурс вообще, надо прямо и честно сказать, он полностью контролируется Москвой, русскоязычного сегмента интернета. Социальные сети, YouTube, Twitter и так далее, присутствие там пророссийского, ну, имеется в виду кремлевского влияния, оно абсолютно. А почему этот контент так успешен? Ну, если смотреть количество подписчиков, лайки, Да. это покупается или это естественно? Это двумя способами делается. С одной стороны, есть раскрутка. И прежде всего медийная раскрутка. Если вас ставят в рекомендованные, вас везде раскручивают, показывают по телеканалам, вам разными алгоритмами добавляют читателей, да, может быть даже реальных. Вы их покупаете, но это реальные, это не боты. То вы постепенно наращиваете свой ресурс. Так Ну и боты происходило. тоже, я думаю, работают. Боты, конечно. Ну, а как? Там из миллионов, там действительно речь идет о сотнях тысячах. Но остальное это накрученное. Но картинка создается красивая. Ведь что такое пропаганда? Она же всегда создает не существо, а картинку. И вот эта картинка, она производит впечатление. А умы у людей оказались очень слабыми. И в России, кстати, и в То Украине. есть люди то, что видят, они к этому и тянутся. Верят. Верят. Вот эта вера в эту картинку, она с советских же лет. Написано же в газете, в передовице написано. Она так и осталась. Этот рецидив никуда не ушел, потому что люди в свободной информации, в свободном обмене никогда и не жили почти. 90-е годы были короткими. И поколение среднее и старшее, оно так и Ну, осталось. то есть люди не научились самостоятельно мыслить. Мыслить. Но, кстати, среди избирателей партии, о которых ты говорил, молодежи тоже достаточно. Да, но это как бы наследство. Это такая ригидность, которая не меняется, потому что в известном смысле это производит впечатление и на неокрепший ум тоже. Между прочим, в России у нас называют, я извиняюсь за слово, совкадрочеры, у нас молодежь, которым 20 лет, рассказывает сказки, они просто не жили. Я вот жил и про лимонад. Пломбир, лимонад, да. все были равны. Я жил в советское Ох, время. я бы, знаешь, с удовольствием такой заповедник сделал, вот Да. какой-нибудь заброшенного райцентра, чтобы туда Гусман возить. тогда фильм снял, это Да, и заповедник просто советского зайти в периода. советский магазин и посмотреть, что там кроме селедки... Нет, селедка не это Нет, была слушай, роскошь, не было ничего. Ничего. Да. Маргарин из нефти делали. Да, По сей а день никто масла не не знает, что было, да. масла не было, крестьянское было иногда. Это был деликатес. Из Москвы возили. Маргарин делали из нефти. Ни один вот не верит, не понимает, как это работало. Понимаете? Ну, я бы напрямую кормить людей нефтью. Вот маргарин это прекрасное... Ну, это фасгонка была, Да. жиров. То есть эти ты жиры делали. получаешь нефть, добываешь, нефть продаешь Западу, а из остатков всякого неликвида изготавливаешь маргарин, которым кормишь свой народ. Да, именно так. Да. Вопрос из Вайбера, она же Вайбер Да. работает. Пожалуйста, Марк, прокомментирует ваш судебный процесс с Шарием, господи. Вы знаете, их очень много. Почему-то все черпают информацию из того, что говорит этот мерзавец. Процессов у меня очень много. У меня процесс в Литве с ним. Да? Я вот жду, когда суд состоится. Я вот недавно выиграл в Украине у него суд. Об этом же не говорят, это же никому не интересно, потому что уже все запутались. Он подавал на меня в суд, и канал News One еще тогда, когда я давал в 2016 году, назвал его агентом Суркова. И суд отклонил его иск. Вот буквально в течение этого месяца это произошло. Сейчас у меня 3 суда в России. Один я выиграл, один проиграл. России выиграл? Да, я выиграл первую инстанцию. Там, скорее всего, во второй инстанции они скорректируют. Там был иск на 197 страниц. Я собрал все, что он обо мне говорил, подал, и у них деваться было некуда, потому что я приложил экспертизы и так далее. Они вынуждены были, так сказать, признать, отказав мне в компенсации, то есть в виде опровержения, но признав компенсацию там 100 тысяч рублей. Значит, у меня сейчас новый иск, и самое главное, я готовлю еще большой европейский иск, пока рано об этом говорить, и по иску им выигранному я ушел в ЕСПЧ. У меня, кстати, по моему статусу я тоже буду уже в ЕСПЧ. Там у меня нет сомнений, что я выиграю. Проблема с ЕСПЧ только одна. Только одна. Это долго. Понимаете? Это долго. Ну да, вроде как это не процесс первой необходимости в их... А там просто очень много жалоб. Они не могут рассматривать быстро. Это тянется годами. В этом проблема. Конечно, я все выиграю, но это будет тянуться год, 2, 3, 5, я не могу знать. Да, у нас всего 6 минут остается, но за это время я хотел бы обсудить 2 темы, но одна из них меня очень лично беспокоит. Это то, в чем ты разбирался, о чем ты записывал свой блог YouTube.
Это убийство Орхана Джемаля, Точно которого так. я знал и встречал в Москве. Он тут в этой студии был вот как раз на твоем месте. Что вот конкретно можешь сказать последнее? Что ты знаешь по... Это, я напомню, журналисты, в числе Да, сын Гейдара. Сын Гейдара Джемаля, общественного там, исламского деятеля в России, а он журналист Орхан, которых убили в Центральноафриканской Республике год назад, да? Да, это был 31 июля. Ну, дело в том, что с Орханом мы поддерживали, конечно, такие приятельские отношения. Мы не были близкими друзьями. У меня же времени на это нет, но я Да. понимаю. Но вот, по сути дела. Я, естественно, не знал об этой его миссии, об этой его поездке, но Центр досье, финансируемый Ходорковским, опубликовал большое гигантское расследование. В моем стриме есть ссылки и так далее. Люди легко найдут его. Но общий вывод заключается в том, что это, конечно, был заказчиком Пригожин. Вот не без пресловутой повода. Пригожин — это очень близкое лицо из окружения Путина, который является создателем ЧВК «Вагнер». Ну, это общее название. На самом деле, это уже нарицательное такое название, который занимается рядом проектов, в том числе финансовых, ресурсных и так далее. Фабрики тролли это тоже? Фабрики тролли это тоже? Это все его. В Африке что? Это тоже? В Африке он занимается какими-то инвестициями в добывающих отраслях, и в частности в ЦАР, где убиты были журналисты, он занимается золотодобычей. Ну и почему, по твоей версии, были убиты? С моей точки зрения, он считал, что он выполняет заказ Ходорковского, а тот, в свою очередь, американцев, по, собственно говоря, разведывательной деятельности в отношении него. А в отношении Пригожина, я напомню, ведется дело в Америке. Ему предъявлено заочное обвинение по вмешательству в выборы американские. И это была, ну, скажем так, ошибка с его стороны. Он должен... Я не думаю, что он бы пошел бы на убийство такое масштабное, Орхан был главным лицом из трех этих журналистов. Наиболее известный, да. Ну и самым опасным, по его мнению, потому что такой человек просто так информацию не собирает. Он считал, что это приведет к тому, что эта информация будет передана американцам, и американцы уже окончательно решат ликвидировать Пригожина. Это мое личное мнение. Потому что там была же история в Сирии, Дейр-эз-Зором, если вы помните, 200 человек, где убиты были пригожинского ЧВК «Вагнер», когда они штурмовали курдское месторождение, нефтяные поля в Сирии, Дейр-эз-Зор. То есть у американцев большой зуб на Пригожина, и поэтому он мог бы просто не пустить их в страну. Они окружают руководство Центральноафриканской Республики и, конечно, бы решили бы административно выгнать их страны. Но зачем-то они все-таки разрешили им проехать. И когда уже, понятно, было поздно, вот этот водитель, который вез их, он их и завез к месту убийства, безусловно. Он соучастник этого убийства. То есть для тебя картина преступления? В принципе, уже понятно. И последняя тема. Просто всех поразили сегодня кадры из Красноярска, где... взлетает на воздух воинская часть. Сейчас я не соврать, номер даже найду. Так. Показывайте, пожалуйста, кадры, уважаемый редактор. Воинская часть номер 74008. Точнее, уже бывшая воинская часть, как я понимаю. Все-таки я прошу редакторов дать нам это видео. Да. Поехали, а? Ну, в общем, голоса за кадром запиканные выражают некоторое неудовлетворение на русском языке текущим состоянием дел. Как ты думаешь, что это такое? Диверсия, халатность, скрытие воровства? Это военная база, судя по всему, большая, склад оружия. Ну, дело в том, что это вообще происходит почти регулярно. Сейчас просто у людей короткая память, особенно в России. Они вот что-то случилось, они уже на следующий день забывают. У нас в Магнитогорске сейчас вот спроси, что произошло. А буквально меньше полугода назад там дом просто обрушился, и предполагали, что это то ли газовый взрыв, то ли взрыв, так сказать, тротила. То есть, и уже никто не помнит. Вот лодка потонула, 16 человек сгорели, да, то есть, она не потонула. Это еще помнят, наверное. Чуть-чуть, уже как-то, какая лодка, какая из них уже, да? То есть, а вот Дзержинский, вот химический завод взорвался, об этом забудут, даже если погибнет 100 человек, об этом забудут буквально через неделю. Вот короткая память. Что это такое? А не важно уже. В России технологическое состояние такое, вообще вот разные техногенные проблемы, в том числе вот сейчас пожары идут, да, горит Сибирь, они еле-еле тушат и так далее. Уже состояние таково, что, честно говоря,
в потоке этих событий люди никак не могут выделить для себя что-то важное, чтобы с чем-то разбираться, ставить вопросы, выяснять. Где-то под Красноярском явно же, если взрывается снаряд, откуда, не знаю, там может химия какая-то взрывается. Завтра это облако потечет на... разные же заряды бывают. Но вообще никто не знает, что там... А никто не спрашивает. Не спрашивает и никому не скажут. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что ничего нового такого нет. В России каждый день что-то подобное происходит. И люди в силу короткой памяти об этом очень быстро забывают. Марк, у нас больше нет времени. Да. Рад, что ты пришел. Взаимно. Вот у нас в студии был Марк Фейгин, человек, который достаточно, мне кажется, ясным языком прокомментировал то, что происходит в России, то, что могло и вызывает вопросы у людей, живущих в Украине, и пытающихся оценивать события в стране-агрессоре. Пожалуйста, подписывайтесь на канал АТР в YouTube и вообще где только можно. Там много интересного, в том числе это наше интервью, наиболее интересные ролики из нашего эфира. Всего доброго, смотрите АТР, у нас бывает интересно. Спасибо, Марк.